Муладур Вахитов погиб в гражданской войне, но его гибель стала только началом большой истории его мемориализации и увековечения. И, в общем, я хотел бы поговорить действительно, как проходило увековечение Муланура Вахитова. Началось все, как вы можете предположить, в годы гражданской войны с создания воинского формирования через Муланура Вахитова, первый татарский стрелковый полк, который был создан мусульманским военным комиссариатом, и принял участие сразу же в гражданской войне в момент наступления войск верховного правителя России Колчака на Оренбург, и, понеся там потери, был отведен под Самару. То есть это вот первое увековечение еще задолго до образования Татарской республики в виде воинского формирования. Ну а когда республика была официально провозглашена, до 25 июня 1920 года, ровно в тот самый день, день торжественного провозглашения, был заложен памятник Мулануру Вахитову на Юнусовской площади. Фотография достаточно известная. Мы видим дом Беркутова, рядышком дом Юнусовых-Апанаевых. И вот на таком в булгарском архитектурном стиле постаменте выполненном небольшая скульптура основоположника советского Татарстана. Заложен был памятник 25 июня 1920 года. Открытие состоялось в 1922 году, 30 апреля, накануне первомайских торжеств. И есть все основания считать, что площадь Юнусовская, которая потом на какое-то время станет площадью Тукая, некоторое время называлась площадью Вахитова. Ибо нынешняя площадь Вахитова перед поворотом на Средний Кабан получила такое название лишь в 60-е годы, как Кафиль Амиров нам говорит. Ну и вот архивное дело, известное есть, с планами садов, возникших в 30-е годы. В это время бывшие общественные площади, такие как Толчковская площадь, площадь Рыбнарядская, их превращают в сады. Мочальная площадь, сквер там до сих пор, да. Вот, видимо, в это же время под создание садов на бывших площадях разбиваются сады и здесь. Хотя истоки, как мы писали в «Миллиарде татар», садов на Юнусовской площади начинаются в самом начале 20 века. Это братья Каримовы посадили, книгоиздатели, которые жили рядышком за Бахатлес, вот у них там дом был. И отец многократно упоминавшегося Ильяса Алкина, Саид Гирей Алкин, тоже сад там развел при своем доме. Сейчас за ЖК Юнусовское подворье. Вот. Но советский сад, сад имени Вахитова, да, мы видим вот этот план 30-х годов. Тогда же, в 1922 году, имя Муланура Вахитова получило одно из старейших промышленных предприятий нашего города. Это завод Крестовниковых, предприятие важное с точки зрения такой классовой борьбы, организации рабочего движения. И вот мы перед тем, как выйти сюда на лекцию, провели в нашем доме-музее Владимира Ильича Ульянова-Ленина тоже небольшую экспертизу и обнаружили у нас вот этот рисунок Мансура Рахимова, художника, выступления Муланура Вахитова на маловаренном заводе братьев Крестовниковых. Выполнена, точной даты нет, 70-е и 80-е годы нашему музею в 2006 году. То ли что. Вот. Такой характерный рисунок, да, где агитационная работа среди тружеников предприятия. И бюст Муланура Вахитова на территории химкомбината Вахитова. В 80-е годы, к столетнему юбилею революционера, была даже на этом предприятии учреждена премия имени Вахитова. Вот. Предприятие, которое, в общем-то, половину своей истории носило имя Вахитова. Сейчас всем известно, это Нафис, вот, химическое предприятие, бывший завод Крестовниковых. Вот. К заводу Крестовниковых ведет железнодорожный путь рядышком, да, проходит мимо Плетеневой Слободы. Там в 1930 году появилась станция Вахитово. И в честь Вахитова же назван целый ряд объектов и точек локаций в сельской местности. Это и Вахитово Кукмарского района, и в Шалях колхоз имени Вахитова. То есть по республике таких очень-очень много точек, где имя Муланура Вахитова увековечено. Вот. Ну, а для Казани таким знаковым вахитовским годом стал 1973 год. 10 апреля 1973 года изображение тоже, кстати, с брошюр и газет из наших фондов Музея Ленина. 10 апреля 1973 года Верховный Совет ТАССР, а потом Верховный Совет РСФСР утвердил это, провозгласил создание 2 районов в Казани новых административных из Ленинского района
Ленинский район, напоминаю, он включал и Новосавинский район, и Авиастроительный. Вот в 1973 году выделили Московский, а из Советского района выделили Вахитовский. Он занимал немножко не ту территорию, чем сейчас. Нынешний Вахитовский район — это объединенный Вахитовский, вот тот с Бауманским. А тот Вахитовский район занимал верхнюю часть города, это третья полицейская часть дворянская, да, престижная в дореволюционной Казани, и часть нынешнего Советского района. А так изначально это все был Молотовский район, но когда Вячеслав Михайлович Молотова Хрущев в 1957 году объявил антипартийной группой, да, с соратниками, быстренько советским назвали, да. Вот. Мы в нашем музее, конечно, Дом-музей Ленина о памяти Молотова думаем, вот, потому что он наш человек. Вот, это так маленькая ремарочка по планам творческим. И вот был образован Вахитский район. Он, как я сказал, имел несколько иные очертания, чем сейчас. Часть Советского района туда входила. И именно Вахитский район 1973 года образования стал центром, наверное, главных вахитовских торжеств вообще в истории. Это столетний юбилей Вахитова в 1985 году, который прошел в августе. До этого юбилея главным оператором данных по Вахитову было вот это вот прекрасное здание, нынешний Национальный музей, а тогда Государственный исторический музей, потому что с музеем тесно взаимодействовал двоюродный брат, вот, Хаджи Мурат Казаков, двоюродный брат Вахитова, который передал сюда очень много, как следует из публикаций, книг из библиотеки Вахитова, в том числе по европейской философии, которыми он занимался, социалистические книги, в том числе Каутского, переданы были. И Хаджи Мурат Казаков же являлся именно тем человеком, который скорректировал данные о месте рождения Вахитова, сказал, что он родился все-таки в Казани. Потому что такие семейные подробности, где было проездом мама Вахитова, могли знать только люди из семьи. Вот. В 1985 году торжества уже стали общегородскими. Самый известный объект, который был установлен в августе 1985 года, 22 августа открытие было, это памятник Булануру Вахитову на холме между улицами Некрасова и Бутлерова. Что там исторически было? Исторически там была пожарная и полицейская часть, 4-я, с которой можно было наблюдать весь город. Каланча, естественно, пожарная. У нас таких каланчей было несколько. Сохранилась только каланча 2-й пожарной части, да, на улице Московской. Вот. И внизу был квартал, в котором располагались бывшие купеческие, дворянские дома, в том числе Опехтины знаменитые там жили. Всех отсылаю к книжке покойного Ильдара Кулыча Алиева «Рыбная площадь, кольцо», где каждый дом там страниц на 30, на 50 описан со всей историей. И одним из таких притягательных мест был ресторан «Мулен Руж» в начале 20 века здесь, который потом превратился в народный кинотеатр, а затем уже в советское время в кинотеатр «Вузовец». Вот это вот сочетание застройки и высоты долгое время вызывало такой приступы творческого вдохновения у архитекторов, и думали, что сделать с этим местом. В книжке Сергея Павловича Саначина есть один из планов, что здесь должно было появиться на стрелке улиц Бутлерова и Некрасова. Это проект застройки 50-х годов, архитектор Игламов, очень известный. Вот Сергей Павлович Саначин пишет, что там секретное предприятие, почтовый ящик 432 должно было построить вот такую сталинку прекрасную, да, под стать московским высоткам. Я нашел там вариантов было много, непонятно, кому отдать под застройку. Я нашел тоже в одном архивном деле 50-х годов, что Татнефть должна была там вот такое же построить нечто. Но проект остался нереализованным, а так бы эта часть, конечно, города выглядела совершенно иначе, и здание должно было рифмоваться с финансово-экономическим институтом, как вы видите. Все было очень хорошо продумано. В 60-е годы эту локацию нашел советские татаре и решили отдать под злополучное учреждение, которому никак не могли найти в Казани место. Это филармония. Филармония в наше время уже въехала в ДК завод синтетического каучука, а до этого искали, где построить здание филармонии. И там один проект футуристичнее другого. Вот в 60-е годы планировалось вот такое здание там поставить. Филармония должна была быть. Потом ее рядом с Ленинским мемориалом, НКЦ, библиотека, тоже планировали посадить юрту такую большую. Это, в общем, вечная история злоключений нашей филармонии. Но, в общем-то, в итоге идея поставить здесь памятник Булануру Вахитову впервые появилась в 70-е годы. Газета «Вечерняя Казань» в 1985 году опубликовала очень интересное интервью с Юрием Ореховым и Александром Степановым, авторами этого памятника. Так вот, они там сообщают, что еще в начале 70-х годов, явно до 74-го, когда он умер, они приехали в Казань с легендарным Вучетичем, да?
искать место для постановки памятника героям революции и гражданской войны. По ходу этого визита как раз и район Вахитовский появился. Пришла идея, что нужно ставить не абстрактный памятник, а памятник конкретному человеку, Булануру Вахитову. Стали искать место. Думали, может быть, в районе Фуксовского сада. Нет, отклонили. И выбрали вот этот самый холм, который, с одной стороны, находится в старой части города, с другой стороны, как они говорили, смотрит на Пролетарское Заречье и на Ленинский район новый, да, вот, и на Кремль. То есть объединяет самые разные вот такие локации. Вот с этой высоты можно увидеть. Идея была принята. Вот. Дальше встал вопрос об образе. Вахид Орехов сначала экспериментировал с изображениями с папахой, но что-то все не подходило ему. Фотографии все ему не нравились, они все очень парадные. Тогда он внезапно сделал изображение без головного убора, с легко накинутой шинелью, как будто он шаг вперед делает с митинга, только что выступив перед рабочими, как мы видели на картине. И всем понравилось, и это было утверждено, и 15 августа 1985 года установили очень быстро, что характерно, да, а в 22 августа уже состоялось торжественное открытие памятнику Малануру Вахитову с многотысячным митингом, с выступлениями всех руководителей местных, и советских, и партийных организаций. И это было действительно торжество. Это был главный такой смысловой центр, идеологический в центре города. Как мы помним, еще в нулевые годы там проводились митинги, то есть это такой гайд-парк был казанский в каком-то смысле. Сейчас эта территория бесхозная немножко используется, крайне печально. Вот. МОН-то давно не было, аллея воинов-афганцев в ужасном состоянии. То есть я надеюсь, эта лекция наша тоже привлечет внимание вот к этой локации. Но это не единственное торжество. На самом деле улица Аделя Кутуя, вот эта вот часть до Гвардейской, до Ершова, она тоже была Вахитским районом. Я сам, находясь в своем районе, живя с другой стороны железной дороги, ходил в своем районе в другую школу, да, в это время. Она тоже стала центром вот этих вахитских торжеств в 1985 году. И, например, вот в «Вечерней Казани» была очень душевная публикация о том, как в начале августа 1985 года провели День памяти Маланура Вахитова просто в жилом районе Адель Кутуя, вот у агитпункта. Людей заманили мороженым, которое выставили в то время. Торговля была устроена совершенно иначе, просто так мороженое не завезут. И люди пришли, а параллельно был концерт, слушали лекции, вот, слушали выступления. В общем, такой районный праздник Вахитского района. Потому что Адель Кутуй тогда еще не советский район, была Вахитовский. И тогда же в школе 111, тоже на Адель Кутуя, это у нас 19 августа, был открыт вот этот вот бюст Маланора Вахитова, Вахитская комната. Дело в том, что пионерская дружина этой школы, она как раз носила имя Маланора Вахитова. Вот. И когда дело шло по увековечению, решили создать вот такой пионерский именно праздник для всех детей Вахитского района. И начался сбор средств на этот памятник, на этот бюст. Вот. И вот он тоже был в августе 1985 года установлен. Я звонил в школу, директор прекрасно рассказывает всю вот эту историю. Памятник был еще до нее когда-то утрачен в лихолетии, да, потом наступившее. Зато вот эта Вахитовская мемориальная комната с портретом, вот, в том числе и Куделькин художник туда портрет подарил, все это развелось в такой полноценный музей школьный, который один из таких богатых школьных музеев. Обязательно съезжу туда, пока вот мы так дистанционно общаемся. Вот. А так мы видим, да, пионерская дружина имени Маланура Вахитова. Ну и, наконец, тот самый дом на улице Свердлова, как она тогда называлась, стал местом увековечения памяти Маланура Вахитова. 20 августа 1985 года была открыта, с одной стороны, мемориальная доска с барельефом, который сейчас, насколько я понимаю, нет на нем, да, мимо же постоянно езжу, паркуюсь там. Вот. И вместе с этим был открыт и мемориальная комната-музей, где были и экземпляры газеты «Кызыл-Байрак» выставлены, и портрет Вахитова, и много-много самых революционных вот таких документов. То есть центр увековечения был здесь, и дом, опять-таки, был выбран со слов, как говорю, уже двоюродного брата Вахитова, Хаджи Мурата Казакова, то есть который сообщил, что именно здесь Вахитов родился. Музей работал, как, собственно говоря, музейное пространство такое советское. Я не знаю, возможно, там кого-то и в пионеры принимали, но вот этого я не застал. Но так в старой части города, на улице Свердлова, это был такой тоже, в общем-то, центр. Вот. Из всего сказанного, что можно сказать? Ну, Маланур Вахитов для советского периода — это действительно культовая личность.
которая оставила самые разные следы. И архитектурные, и топонимические, и литературные, и в изобразительном искусстве. И этот пласт предстоит еще изучать и изучать. Поэтому давайте к памяти XX века относиться бережно. Муланур Вахитов включает и тенденции до 17 года в татарском национальном движении, и тенденции вот этого решающего революционного периода во многом объединил. Ну и советское увековечение во всех смыслах — это тоже очень-очень важно для понимания того, какие мы есть сейчас. Вот я как завершающий передаю слово организаторам. Спасибо миллиарду татар.